Ассаляму алейкум, хайрлы ахшамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с нашими гостями мы обсудим самые актуальные новости сегодняшнего дня. Новости, которые волнуют мир, волнуют Украину, новости, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Также можете присоединяться к нашему эфиру через программу Skype atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну а мы пока начинаем наш эфир с самых актуальных новостей из временно оккупированного Крыма. Там продолжает оставаться критическая ситуация с наполняемостью водохранилищ. Там высыхают озера. Оккупационной России глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что больших запасов вокруг Симферополя для пополнения вододефицита нет, поэтому власть готова к самому худшему сценарию. График подачи воды населению по его прогнозам сохранится еще минимум на год. Об этом Аксенов сказал 2 ноября на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения. В Крыму заявили, что начинают реализацию российского плана по водоснабжению полуострова. Об этом также заявил оккупационный глава Сергей Аксенов. Сообщается в субботу 31 октября Федеральное агентство новостей. Вот что он сказал, давайте послушаем. Багато хто розповідає про мільйони кубометрів води навколо Сімферополя. А коли доходить справа до того, що покажіть де, то все виявляється зовсім не так. Подивимося, як буде далі з погодою ситуація розвиватися. Втім, ми готові до найгіршого. Графіки поки прогнозовані. До грудня 2021 року плануємо вийти з усіх графіків. Це в найгіршому випадку, якщо жодної краплі води не буде. Накануне в аннексированный Крым по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина незаконно прибыл российский вице-премьер Марат Хаснуллин и проинспектировал строительство водозаборов на реке Бельбека в Кадыковском карьере. Вот что он сказал. На Дніпровську воду нам навіщо сподіватися? Нам треба сподіватися на те, що ми маємо зараз, і користуватися тим, що ми маємо сьогодні. В сьогоднішніх умовах треба жити. Я можу впевнено сказати, що ті заходи, які ми сьогодні робимо, дозволяють впевненими, що ми забезпечимо Крим водою. Российский независимый гидрогеолог Юрий Медовар считает, что активная выкачка воды из подземных источников в Крыму может привести к тому, что воды не будет ни в новых скважинах, которые бурят по оказанию российских властей на полуострове, ни в тех, которые уже имеются у населения. Об этом он сказал в комментарии украинским СМИ. Давайте его послушаем вместе. Це по-російськи називається самообман. Грубо кажучи, давайте візьмемо мільйон кубометрів води. Припустимо, у вас є водоносний горизонт із запасом в 1 мільйон кубометрів, який використовують з метою водопостачання. Ви можете качати воду одною свердловиною, а можете 1000 свердловин. Але у вас запас в 1 мільйон. Як був, так і залишається. Він іншим не стане. Під землею все взаємопов'язано. Там всюди суцільні проблеми в Криму. Крим – це взагалі одна велика проблема. К нашему эфиру подключается политолог Игорь Ритерович. Давайте его услышим. Пане Игорь, витаю вас. Добрый день. Добрый день, пане Игорь. Ну что ж, критическая продолжает оставаться ситуация в Крыму с наполняемостью водохранилища, озер, рек и так далее. Вот те меры, которые сегодня предпринимают оккупационные власти, как вы считаете, они будут долгосрочными и эффективными? Я более чем уверен, что они не будут недолгосрочными, и они не будут эффективными. Почему? Потому что у них уже было несколько лет для того, чтобы каким-то образом попытаться решить эту проблему. Но мы вместо этого слышим одни заявления, какие-то громкие рапорты о том, что все под контролем, все будет решено, и вообще как таковой проблемы, иногда даже они говорили, не существует. Теперь, когда эта проблема есть, она в принципе уже понятна не только для крымчан, но я думаю, в том числе и для других стран, которые наблюдают за этой ситуацией. Ну, у Российской Федерации, думаю, нет другого пути, как продолжать
вот такие вот, знаете, абсолютно безосновательные заявления о том, что они все контролируют и, в принципе, так или иначе решат ситуацию. Решить ее невозможно, и я здесь с независимыми экспертами абсолютно согласен, поскольку Крым в значительной мере зависел от материка, он зависим остается и на сегодняшний день, а решить эту проблему без решения проблем оккупации, мне кажется, не. Но мы видим, как сегодня оккупационные власти Крыма пытаются апеллировать к международным структурам, обращаются в международные организации, такие как ООН, Парламентская ассамблея Совета Европы, и пытаются Украину обвинить в некой гуманитарной катастрофе, которая сегодня якобы складывается в Крыму. Насколько состоятельны эти обвинения? Они абсолютно несостоятельны, не безосновательны по одной простой причине. Российской Федерации, прежде чем обращаться в эти международные институты, необходимо просто открыть Женевскую конвенцию и четко прочитать один из пунктов, где написано, что полную ответственность за оккупированную территорию несет страна, которая совершила акт оккупации. В данном случае это Российская Федерация. Поэтому все те проблемы, которые есть на территории оккупированного Крыма, по состоянию на сегодня должна решать Россия. Украина может, например, каким-то образом подключиться к решению этих проблем, но это не является нашей обязанностью. Да? В данном случае это может быть актом какой-то доброй воли с нашей стороны. Но главная проблема здесь же в том, что Россия апеллирует к неким гуманитарным факторам, говоря о том, что не хватает там, жителям Крыма воды и так далее. Но по большому счету большинство воды, которая есть на полуострове, они используют не по назначению, то есть не для людей. Для военных баз, для, скажем так, новых баз, которые строятся, да, для проведения каких-то там учений или процесса переселения на территорию Крыма граждан Российской Федерации. Вот, ни больше и не меньше. Поэтому, если посмотреть на эту проблему с такой точки зрения, то видно, что позиции Украины на самом деле очень четкие, мощные, и мы, в принципе, можем не обращать внимания на эти обвинения, что, кстати, и подтверждает реакция соответствующих международных структур, которые полностью на стороне Украины, и неоднократно указывали России на то, что после оккупации Крыма она в первую очередь должна решать все те проблемы, которые на этой территории по состоянию на сегодня возникают. Давайте подключим к нашей беседе сейчас аналитика Крымсос Евгения Ярошенко. Он с нами на прямой связи. Пане Евгене, вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Ну что ж, вот на выходных в Крым незаконно прибыл вице-премьер РФ Хаснуллин. Вот какие итоги бы вы подвели по его визиту? Ну, я бы так сказал. Визит вице-премьера РФ на территорию Крыма – это понятно, что является очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Ведь если следовать украинским законам, то любой визит иностранного лица в Крым должен проходить через Херсонскую область и через 3 установленные контрольно-пропускные пункты. Если говорить о цели визита, то это было, скорее всего, решение каких-то экономических, хозяйственных вопросов, связанных с тем комплексом, которые возникли в результате аннексии Крыма и которые создают проблему как для Крыма, так и для территории Российской Федерации. Поэтому я бы не уделял столько внимания именно вот этому визиту. Это очередной рабочий визит, которых с точки зрения российских чиновников случаются регулярно на разных уровнях. Ну вот в России сообщили, что он прибыл в Крым, чтобы проинспектировать строительство водозаборов на реке Бельбек и так далее. И тем временем он также призвал не надеяться на решение проблемы с дефицитом в оккупированном Крыму за счет Днепра и жить в сегодняшних реалиях. Вот те меры, которые они сегодня предпринимают, чтобы разрешить этот вопрос, насколько они эффективны и могут быть долгосрочными? Ну, мы видим, что со стороны все более высокого звена российских политиков идет внимание к решению водного кризиса в Крыму. Если раньше это были громкие заявления Аксенова, Константинова и прочих, скажем так, предателей, то теперь этот уже вопрос идет на уровне Мишустина, на уровне его замов и так далее. Это о чем говорит? О том, что с каждым годом и даже с каждым месяцем
дефицит обостряется, и таким образом это вытягивает все больше и больше средств из федерального бюджета, и не исключено, что вытягивает все больше и больше средств из разных регионов России, в том числе тех регионов, которые являются донорами в бюджет Российской Федерации. И таким образом возникает та ситуация, когда, несмотря на то, что многие средства были вложены в захват Крымского полуострова, но в экономическом плане это не играет на пользу российской экономики. Пане Игорю, а как вы считаете, насколько в экономическом плане Крым становится тяжелым для России? Ну, он тяжелым был с самого начала. И, знаете, можно даже говорить о своеобразной такой черной дыре, да, то есть деньги туда вливаются, но по большому счету обратного эффекта, там, каких-то инвестиций, там, развития туризма и так далее мы не видим. Да? То есть по состоянию на сегодня Российская Федерация, она, ну, этот регион держит на дотациях, да, поскольку нормального бизнеса там нет нормального, скажем, нормального захода каких-то, скажем, инвестиций, и они вынуждены его датировать. Почему? Потому что эта территория оккупирована. И решения этой проблемы в обозримом будущем просто нету по причине чисто политической. То есть такое более-менее развитие, которое было, например, при Украине, возможно только тогда, когда Крым принадлежит государству, да, в признанных, скажем так, мировой общественностью границах и так далее. Таким государством по состоянию на сегодня является Украина. Поэтому для Российской Федерации это чисто политический проект, он не экономический, в определенной мере даже не социальный, это проект политический, который они вынуждены датировать, но, как видим, этих дотаций становится все меньше и меньше, они не получают какого-то обратного эффекта, и отсюда следуют подобные заявления, что денег будет меньше, или помните, как Медведев говорил, что денег нет, но вы держитесь. Да. То есть на самом деле эта история очень показательная, абсолютно прогнозируемая. Ну, это надо быть, знаете, человеком чрезвычайно оторванным от реалий, ну, что, в принципе, характеризует большинство российской элиты, которые там думали, что вот мы захватим кусок территории другого государства, туда инвестиции не будет этого. Поэтому они вынуждены это будут делать годами, до тех пор, пока эта территория не вернется в Украину. Допускаете ли вы такой вариант, что вот на фоне сейчас критической ситуации с водой в Крыму Российская Федерация может обратиться к руководству Украины и сказать: не справляемся, помогите? Честно говоря, я не представляю такого прямого обращения, ну, поскольку это будет признанием полной некомпетентности своей, там, непрофессионализма, чисто даже в вопросах управления. Я даже в сторону отметаю какие-то там политические моменты. Скорее всего, будут сделаны какие-то попытки, и они делаются, да, для того, чтобы как-то намекнуть, на что-то обменять, бить вот на гуманитарный фактор, который, скажем, мы обсуждали, но прямое обращение, оно невозможно, даже не дай бог, если там произойдет действительно какая-то катастрофа и воды действительно будет не хватать. Ну, Украина может, конечно, в подобной ситуации воспользоваться. Нас уже говорили, что мы можем какие-то там куда отправить конвои, которые эту воду везут, скажем, да, для граждан. Но это такой шаг, который, ну, в нынешних условиях представить достаточно сложно. Да? То есть Россия чисто репутационно будет держаться до конца, но я боюсь, что это пойдет по несколько другому пути. Они еще более начнут замалчивать реальные процессы, которые происходят на полуострове. Если там даже будет очень плохо, они будут стараться подавать какую-то искривленную картинку о том, что все хорошо и все на самом деле. Как, впрочем, они сейчас и делают с пандемией коронавируса на территории временно оккупированного Крыма. Пане Евгена, вот учитывая ту информацию, которая у нас сегодня есть, мы можем определить стратегию, по которой будет действовать оккупанты, и как они будут решать вопрос воды в Крыму? Есть несколько попыток смягчить дефицит. Это перекрытие речек, как бы вредный для экологии проект. Это попытка опреснить морскую воду. Это попытка из гор каким-то образом искать новые источники. Но нужно понимать, что еще дефицит воды усиливается из-за того, что население Крыма резко увеличилось, особенно за счет военнослужащих. Поэтому, может быть, в долгосрочном плане Российская Федерация рассматривает такой вариант
что из-за кризиса, из водного кризиса, то население полуострова, которому некомфортно по экономическим соображениям, по гуманитарным соображениям жить, они переселятся или на территорию России. Таким образом, разные российские регионы получат дополнительные трудовые ресурсы, что для России это, кстати, очень острый демографический кризис поможет немного смягчить. Или же уедут на материковую часть Украины. И таким образом уменьшается население, и в основном уменьшается население, которое было не очень лояльно к оккупационным властям, и уменьшается напряжение на водные ресурсы, и это даст возможность оккупантам Крым использовать исключительно как военную базу с некоторыми фешенебельными курортами на ЮБК. Но мы же с вами понимаем, да, что за 6 лет оккупации полуострова оккупационная власть, руководство Российской Федерации не сделало ничего для того, чтобы избежать дефицита воды в оккупированном Крыму. А напротив, одна из основных причин, по которой сегодня сложилась такая ситуация, это нерациональное использование водных ресурсов в Крыму, милитаризация полуострова и изменение демографической ситуации полуострова. Можем ли мы, как Украина, как руководство Украины, обращаться в международные инстанции с иском и говорить о том, в какой ситуации сейчас находится в Крым и до чего довел Крым оккупационный режим? Пане Ігоре. Ну, мы не только можем, мы должны это делать по большому счету. Потому что вот это вопрос даже переселения определенных групп населения, да, скажем, на оккупированную территорию, это очень серьезное обстоятельство, которое будет иметь долгоиграющие какие-то последствия. И, в принципе, любые империи, а Россия, такая недоимперия по состоянию на сегодня, они очень любят, на самом деле, эту схему, там, начиная еще со времен Древней Сирии, там, Сталин прекрасно делает эту схему, да, переселять целые народы. Будем, по большому счету, это повторять. И про это надо говорить, поскольку сейчас в мире остро стоит вопрос, в том числе, иммиграции, и эмиграции различных. Да? То есть эти вопросы нужно поднимать и говорить, что здесь преступником является, по сути, целое государство. Правящий режим Российской Федерации занимается подобными вещами для того, чтобы в будущем убрать, скажем, даже на таком уровне любые поползновения касательно возвращения этой территории Украины. Это очень серьезная проблема, и она, понимаете, для Украины, почему мы должны ее поднимать? Потому что мы имеем на руках все доказательства. Это заметно, в том числе и на основе той демографии и тех данных, которые сама же Российская Федерация подает, да, поскольку там и базы военные увеличиваются, и количество военных отставников очень сильно выросло за последние несколько лет. То есть на это надо бить, надо готовить иски, и это будет дополнительный такой фронт, по которому мы будем давить на Российскую Федерацию. Насколько мне известно, подобная работа подготовительного плана ведется. То есть есть уже определенные наработки. Возможно, после запуска вот этой крымской платформы, о которой много говорил президент Украины, этот процесс двинется с мертвой точки, и мы дополнительно передадим в международные суды иски, которые будут связаны в том числе и с изменением демографической ситуации в Крыму. Добавим сюда репрессии и много других вещей, которые тоже этому способствуют со стороны России. Действительно, сейчас очень активно на разных уровнях обсуждается вопрос создания платформы по деоккупации полуострова. В частности, вот недавно Украина презентовала партнерам в Европейском Союзе и НАТО Крымскую платформу, новую международную инициативу, которая должна способствовать деоккупации полуострова. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапар. Вот что она сказала, предлагаю вместе послушать. З нетерпінням очікую можливості використовувати наш статус партнера з розширеними можливостями для ще й більш розширеної співпраці з НАТО, особливо в Чорноморському регіоні, і через ініціативу НАТО 2030. А вот постоянный представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор в очередной раз призвал Российскую Федерацию уйти из Крыма и ОРДЛО и начать налаживать добрососедские отношения с Украиной, базирующиеся на взаимном уважении. Об этом он сказал на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Предлагаю его послушать. Україна продовжує обраний нею шлях як вільна, демократична і багатогранна країна, і вона завжди буде залишатися одним із сусідів Росії. Для російського народу немає ніякої користі від дорогої політики Кремля, яка складається в непримиренній ворожості по відношенню до України. Щоб чинити правильно по відношенню і до власних громадян, і до українців, Москва повинна піти зі сходу України та Криму і почати процес налагодження дружніх відносин між двома країнами, заснованих на взаємоповазі.
Пане Евгене, а как вы считаете, какие решения может принимать международная платформа по Крыму? Ну, начнем с того, что пока это проект, который может быть запущен к концу этого года или в начале следующего. Скорее всего, в начале следующего года. По той Ну, по крайней информации, мере, которую говорили, что будет Крымский саммит в феврале, говорили сначала, потом сказали, что в мае, и вот в рамках этого саммита уже будут говорить о создании платформы. Да, в феврале будет 7-я годовщина начала оккупации Крыма, и это было бы хорошим поводом для того, чтобы оформить Крымскую платформу как многосторонний механизм деоккупации полуострова. По той информации, которой я владею, предлагается ее создать на 3 уровнях. Первый уровень — это главы государств, второй уровень — это министры иностранных дел, и третий уровень — это экспертные круги. Для чего это все делается? Это будет позволять Украине искать поддержку среди тех стран, которые занимают однозначную позицию в отношении непризнания аннексии Крыма. Те страны, которые уделяют внимание нарушениям прав человека, военным преступлениям, преступлениям против человечности на полуострове. И эта платформа, конечно, не будет способствовать быстрому возвращению Крыма под юрисдикцию Украины. Однако при грамотном использовании всех инструментов это даст возможность более оперативно обмениваться информацией о ситуации в Крыму и синхронизировать разный вид политического давления, санкции на Россию, чтобы максимально все было синхронизировано между Украиной, странами ЕС, НАТО, Японией и всеми, кто занимает твердую позицию в отношении непризнания захвата полуострова. Дуже дякую вам, пане Євгене. Євген Ярошенко, аналітик Кримсос, був з нами на прямому зв'язку. Пане Игоре, как вы считаете, можно ли говорить об эффективности этой платформы, если в ней не будет принимать участие страна-агрессор? Хотя в Министерстве иностранных дел Украины сказали, что все-таки пригласят РФ, но мы же понимаем, что Российская Федерация, которая постоянно говорит о том, что тема Крыма для нее закрыта, участвовать в данной платформе не будет. Ну, безусловно, эффективность платформы от этого несколько снизится. Хотя, знаете, с другой стороны, сам факт создания такой платформы, он чрезвычайно позитивный. Почему? Потому что у нас был период, когда несколько тем, знаете, выпало с информационной повестки дня. То, что мы теперь ее возвращаем, это на самом деле очень хорошо. И эта платформа, даже если там не будет Российской Федерации, на самом деле очень усилит позиции Украины. У нас появится поле для маневра и дополнительный инструмент давления, в том числе на Российскую Федерацию, начиная от каких-то санкций и заканчивая непосредственно проектами инвестиционными, в том числе там, социальными, гуманитарными, политическими, которые будут способствовать возвращению оккупированной территории Украине. Поэтому нужно единственное дождаться большей конкретики, потому что пока мы имеем только такой план, да, и как эта платформа будет выглядеть, на каком уровне там будет происходить обмен, скажем так, мнениями, когда он будет уже институциализирован, да, и непосредственно эта платформа будет представлена, я думаю, что тогда мы четко сможем понять и прописать, возможно, да, все те механизмы, которые нам будут использовать для возвращения оккупированных территорий. А Российская Федерация, конечно, будет категорически вначале против, но если платформа покажет свою эффективность, на первом особенно этапе, да, и Россия действительно вынуждена будет прислушиваться в той или иной способ к тем решениям, которые там будут приняты, то я не исключаю, что она будет пытаться в нее сама уже каким-то образом зайти для того, чтобы принимать участие в тех обсуждениях, которые будут. Давайте подключим к нашей беседе сейчас народного депутата Украины, фракция «Слуга народа» Виталия Безгина. Он с нами на прямой связи. Пане Виталию, витаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы сейчас обсуждаем платформу по деоккупации полуострова. Вот как вы считаете, в каком случае, в каком формате в международных организациях и стран данная платформа может быть эффективной и поспособствовать деоккупации полуострова? Ну, я думаю, перш за все, позитивом взагалі самої ініціації є той факт, що вона нарешті повертає питання Криму, його тимчасової окупації в порядок денний геополітики.
Що стосується того чи іншого складу, я думаю, що все ж таки Україна тут має спиратися на своїх, в тому числі східноєвропейських партнерів в цьому питанні, і звісно ж Туреччини. І власне ми розуміємо, що коли президент Зеленський був в Туреччині з візитом, якраз таки в тому числі про кримське питання, кримську платформу говорили. Я трохи чув уривки та попереднього спікера з приводу участі чи неучасті Російської Федерації. Звісно, що Росія зараз абсолютно не зацікавлена в тому, щоб питання Криму взагалі десь артикулювалося на міжнародній арені, але тим не менш, я думаю, що якщо це буде плідна, щільна співпраця України, наприклад, країн трикутника, маю на увазі Україну, Литву та Польщу, і, зокрема, Туреччині, це може бути гарним поштовхом, зокрема, щоб здійснювати політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію. То есть, по-вашему, страны-участницы платформы по деоккупации полуострова могли бы разработать механизмы давления на Российскую Федерацию, тем самым вынудить ее сесть за стол переговоров. Правильно я понимаю? Я думаю, що це має бути не тільки механізми тиску, це має бути перш за все спільна позиція, бо зараз все ж таки, попри те, що санкції зав'язані в тому числі на окупацію Криму, в західних партнерів є достатньо квола позиція, і Україні достатньо важко самотужки одвакувати дану проблему. Якщо ж ми зможемо поєднати з нашими партнерами зусилля в цьому контексті, то так, я думаю, що важелі тиску на Російську Федерацію на світовій арені, вони будуть збільшені. Скажите, а как нам нужно разговаривать с нашими западными партнерами, чтобы убедить их в том, что нужно вводить более радикальные санкции в отношении России? Ведь они и так нас поддерживают, они поддерживают территориальную целостность нашей страны, они не признают аннексию полуострова, готовы во всех вопросах нам содействовать, да? Но вот тем не менее мы видим, что санкции, которые уже есть, они продлеваются, но они не ужесточаются. Я думаю, насправді, чому я зокрема сказав про важливість наявності Туреччини в цьому процесі, що західні партнери дуже часто міряють вагу того чи іншого питання з економічної сторони аспекту, тобто наскільки це впливає безпосередньо на добробут їх національної економіки, враховуючи те, що Туреччина, зокрема, є достатньо потужним партнером з в тому числі європейськими країнами, і думаю, якраз таки взаємодія і погодження і позиції по економічній співпраці з боку Туреччини, які б зав'язувалися на питання деокупації Криму, воно тільки сприяло, зокрема, початку такому ж дієвому процесу деокупації і збільшенню спільного тиску. Тому що, як ви правильно зазначили, санкції зав'язані на це, і ЄС, і Сполучені Штати, вони не визнають безпосередньо цю територію російською, але тим не менш постійно в нас підіймаються якісь питання по пом'якшенню санкцій на теренах європейського, зокрема, парламенту. І добре, що наразі це не вдається реалізувати російським лобістам, тож, я думаю, посилення тиску, в тому числі з боку інших партнерів, мало б зіграти позитивну роль. Пане Виталию, и еще один вопрос, который хочу с вами обсудить. Я знаю, что вы торопитесь, у вас не так много времени, но вот не спросить не могу. Сегодня Евгения Кравчук заявила, из вашей фракции заявила, что «Слуга народа» вечером соберется на заседание фракции, где будет обговаривать решение Конституционного суда Украины. Действительно ли так? Во сколько, каковы ваши ожидания? Так, дійсно, через кілька годин ми збираємося на засідання фракції. Що стосується очікувань, дивіться, ми тут будемо говорити винятково про спосіб вирішення даної штучно створеної кризи, оскільки я думаю, що майже у всіх є позиція спільною, що дії КСУ останнім часом мають ознаки відверто антидержавницького характеру, які ставлять під ризик, в тому числі добробут громадян і співпрацю України з європейською спільнотою та міжнародними фінансовими інституціями. Тому питання винятково в способі реагування. Є зареєстрований законопроект президента, достатньо жорсткий, є трохи більш м'які альтернативи, які пропонують інші політики. Якраз таки ми збираємося, щоб обговорити і ухвалити спільне рішення, в який спосіб ми спробуємо внормувати, скажімо так, діяльність судової гілки влади і поставити запобіжники, щоб вони не почали демонтаж всіх тих здобутків і змін, що були здійснені після Революції Гідності в Україні. Поддерживаете ли вы законопроект президента Владимира Зеленского, который предполагает распуск Конституционного суда Украины? Розуміючи при цьому непросту правову площину цього питання, і те, наскільки в правовий спосіб захищений КСУ, і розуміючи наслідки, тим не менш, я якраз таки, моя персональна позиція, я підтримую законопроект президента і готовий голосувати саме за цю жорстку редакцію, в тому числі, що передбачає розпуск КСУ. Пане Виталий, вот у меня к вам еще такой вопрос. Вот
Не кажется ли вам, что сейчас мы, как Украина, как руководство Украины, выглядим не очень презентабельно в глазах Крыма, который ждет, что Украина непременно вернется в Крым, который хочет ощущать это, ощущать, что мы идем в направлении деоккупации полуострова? А в итоге что видит Крым, что видят граждане Украины? Они видят, как пятая колонна внутри нашей страны пытается развалить наше государство. Они видят вот это решение Конституционного суда Украины. Какую мы можем им дать сейчас надежду, крымчанам, которые нас вместе смотрят? Я згоден, що позиція в багатьох питаннях України відносно Криму виглядає відверто іноді кволою. Кажу це як кримчанин. Що стосується загалом, звісно, що для кримчан в контексті деокупації гарний сигнал – це все ж таки розвиток України, і в тому числі, щоб в нас були вітринні проекти, і кримчани хотіли жити так, як живуть українці на неокупованій території. Зараз, я думаю, якраз таки достатньо жорстка позиція президента і парламенту на чіткому захисті саме того курсу розвитку, який ми виборювали під час революції, має бути позитивним сигналом для тих кримчан, що займають відверто проукраїнську позицію. І я сподіваюся, що саме однозначними жорсткими діями в цьому контексті ми продемонструємо свою відданість тим цінностям, що розподіляти з ним. Ну, своим законопроектом не создает ли сам президент Владимир Зеленский для себя такой небезопасный прецедент, а ведь это не конституционно? Я думаю, що прецедент створив сам КСУ, в тому числі своїми актами, порушуючи процедуру, незважаючи на конфлікт інтересів, обмежуючи діяльність парламенту. Тому я думаю, що в даному аспекті є таке достатньо непроста дилема – це легальність або легітимність. Тому що КСУ зараз є, звісно, легальним органом, але з точки зору легітимності в очах українських громадян, і це підтвердили на днях протести безпосередньо перед ним, і я думаю, що це був мінімальний прояв соціального збурення. Він продемонстрував, що він є відверто нелегітимним органом, який просто прослуговує, зокрема, олігархам та маріонеткам Російської Федерації, як правильно зазначив президент в своїй колонці на Financial Times. Тому я думаю, що попри непросту ситуацію і певну політичну розтяжку, все ж таки президент в даному випадку зайняв правильну позицію і діє жорстко, але правильно. Дуже дякуємо, пане Віталію. Віталій Безгін, народний депутат України, фракції «Слуга народу», був з нами на прямому зв'язку. Действительно, набирает обороты сейчас скандал с решением Конституционного суда Украины по отмене электронного декларирования. Вот Владимир Зеленский призвал парламентскую фракцию «Слуга народа» обязательно поддержать его жесткие инициативы по Конституционному суду Украины. Об этом он сказал в своем обращении к народным депутатам сегодня. Передает Интерфакс Украина. Давайте послушаем президента. Очевидно, що за підсумками ваших сьогоднішніх рішень, голосувань, будемо приймати глобальні рішення. Спробуємо жорстко перезавантажити всю систему, тому що час розмов закінчився. Закінчився час умовлянь і м'якості. Потрібно прийняти жорсткі рішення щодо Конституційного суду. Обов'язково. Це навіть не прохання. Ніяких прохань, коли знищують цінності. Также гарант Конституции считает, что решение Конституционного суда Украины относительно антикоррупционного законодательства публичным проявлением заговора части старых элит и олигархов против президента и страны. Я точно знаю, що сьогоднішній демарш Конституційного суду – це публічний прояв змови частини старих еліт і олігархів проти президента і проти країни. Ніяк інакше. Конкретно проти. Бо тільки слабкий президент і слабка держава – запорука збереження їхнього корупційного способу життя. Інакше вони не вміють. Як там кажуть, на Геловін всі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя. Так співпало. Прізвища чортів ви прекрасно знаєте. Пане Игоря, кто эти черти? Кого имел в виду президент и насколько вообще приемлемо использование подобной риторики? Ну, я думаю, что президент имел в виду тех депутатов, которые представляют ОПЗЖ и «За майбутнє», которые
сделали это подання до Конституционного суда касательно, ну, по сути, отката наших антикоррупционных реформ и принятия вот этого решения, которое приостановило процесс там, декларирования чиновников, политиков и так далее. Тут, в принципе, все достаточно ясно. Касательно риторики, ну, смотрите, мне она может не сильно, скажем, нравиться. Я прекрасно понимаю, почему президент ее использует. Это привлекает внимание, он играет в том числе на общественных ожиданиях. И вот уважаемый народный депутат говорил о том, что у нас и люди выступают против, и там протест был напротив Конституционного суда. Мы можем даже посмотреть социологию, по которой, скажем, большинство граждан Украины судам как раз не доверяет и считает, что судебная ветвь власти у нас является наиболее коррумпированной, и с ней необходимо что-то, соответственно, делать. С другой стороны, понимаете, подобные заявления и подобная революционная целесообразность, мне кажется, может принести в Украине не меньше вреда, чем, скажем, те действия, которые позволяет себе Конституционный суд Украины. Почему? Потому что действительно интересы Российской Федерации здесь очень четко просматриваются. Я далек от того, что там Россия непосредственно влияла на судей. Она, скорее всего, имеет определенное влияние там, на ряд депутатов Верховной Рады, которые обращались в Конституционный суд. Они этого не скрывают, потому что они регулярно летают в Москву, там общаются с российскими депутатами, российскими политиками, даже с самим российским президентом. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что России и так будет выгодно. Разгонит сейчас президент Конституционный суд, и мы войдем в кризис, а мы в него войдем обязательно, если это произойдет. Потому что новоизбранный тогда Конституционный суд, он, выражая словами господина Безгина, может быть как бы легальным с точки зрения каких-то там законов, но он явно будет нелегитимным с точки зрения поддержки как политическим классом, так и значительной частью граждан Украины. Либо, если мы эту ситуацию оставим без изменений, ну, то есть закроем это электронное декларирование, не будем продолжать конституционные реформы, Россия тоже от этого получит большие плюсы. Почему? Потому что у нас будет достаточно сложная ситуация в середине страны, и вот внутренний кризис нам не позволит быть более сильными и продвигать свои интересы, в том числе на внешнеполитической арене. Вот вы абсолютно правильно подняли вопрос, а как на это вообще будут реагировать россияне, когда они видят то, что происходит на стране. Вот смотрите, если президент говорит прямо, что у нас есть определенные черти, они представляют какую-то там пятую колонну, у него есть весь инструментарий в руках, который позволяет ему с этой пятой колонной разобраться. Он неоднократно делал подобные заявления, но дальше заявлений пока дело не пошло. Давайте підключимо к нашій бесіді Олександра Москалюка, експерта з конституційного права. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Ну, сейчас идет речь об остановке полномочий Конституционного суда. Но в Конституции Украины, насколько я понимаю, нет пункта, в котором бы предполагалось, что распустить Конституционный суд может президент, может гарант Конституции. Вот объясните нам вот эту правовую коллизию. С одной стороны, мы видим, что Конституционный суд Украины утратил свою легитимность в глазах у народа, но с другой стороны, вот президент Владимир Зеленский сейчас вносит законопроект, о котором многие эксперты говорят, что он неконституционный, что президент не имеет права этого делать. Как быть? Ну, є стаття 106 Конституції, вона визначає повноваження президента. Є розділ окремий, який називається Конституційний суд України, і в цьому розділі чітко визначені підстави для припинення повноважень судді, підстави для звільнення судді Конституційного суду. Відповідно таких підстав, як пропонується в проєкті закону, їх немає. І насправді це створює певну проблему, тому що не просто так передбачено Конституцією термін повноважень суддів 9 років. Тобто це пов'язано якраз з тим, що судді не були заручниками політичних інститутів, чи то президента, чи то парламенту. Натомість ми якраз цю ситуацію швидше за все можемо отримати, якщо зараз повністю буде перезапускатися весь механізм діяльності Конституційного суду. І тут ще один момент. Я не хотів би, щоб ми це рішення сприймали виключно або в білих, або в чорних таких тонах, тому що там є певні раціональні речі, наприклад, скасування кримінальної відповідальності по декларуванню, тут я погоджуюся. А є речі, які для мене незрозумілі, так само, як і незрозуміло, чому Конституційний суд, хоча в нього немає таких повноважень ні з точки зору закону про Конституційний суд України, ні з точки зору Конституції, з власної ініціативи скасував низку норм закону України про запобігання корупції. Тобто він скасував більше, ніж суб'єкти звернення до Конституційного суду. Це, чесно кажучи, дивує. Але це, знаєте, все рівно питання до того, що
В іншому треба розпочати діяти і пробувати інші шляхи вирішення ситуації, а не через розпуск Конституційного суду, тому що ми всі з вами критикуємо там рішення Конституційного суду і діяльність Януковича там в 2010-2011 роках, але повірте мені, що як по мені, то це значно було більш в правовому полі, це відбувалося, ніж те, що на сьогоднішній день пропонується президентом, хоча я не заперечую того факту, що він дійсно в складній ситуації опинився. Але, мабуть, президентом і повинен бути президентом, щоб не піддаватися в цій складній ситуації на емоції і на пропозиції тих людей, які, мені здається, не в його інтересах насправді зараз діють, коли пропонують такі кроки вчиняти, за які може настати відповідальність пізніше значно. Скажите, а есть ли какой-то путь, по которому президент мог бы решить ситуацию, при этом не нарушая Конституцию Украины? Ну, варіант один є, наприклад, це скасування указів про призначення тих суддів, які, наприклад, призначалися за квотою президента. Це може бути варіант. Він не є ідеальним. Взагалі тут в цій ситуації складно якісь знайти ідеальні вирішення. І другий момент теж, про який, мабуть, треба говорити, що президент, як я зробив би, я просто взяв би паузу на тиждень для того, щоб подумати, як цю ситуацію вирішити. Тому що ситуація дійсно, вона складна, вона, до речі, пов'язана із тим, як приймався закон про Конституційний суд і вносився зміни до Конституції, коли судді отримали значно більший імунітет, ніж в них був, тому що на той момент заклик громадянського суспільства був такий, що давайте створимо справді незалежний Конституційний суд. Ну от і створили справді незалежний Конституційний суд, і зараз окремі проблеми якраз з цим і виникають. Тому тут треба обережно до вирішення цієї ситуації підходити. Можливо, в принципі, відкриття проваджень з точки зору перевищення влади або повноважень, зважаючи на те, що вони приймали певні рішення, які виходили за межі їхньої компетенції. Тобто це може бути. Чи, наприклад, службова недбалість. От я вам серйозно говорю, службова недбалість – це закон про очищення влади, він 5 років на розгляді в Конституційному суді, а термін розгляду 2 місяці. Мені здається, що це підпадає під поняття службової недбалості. Тобто є, може, такий варіант вирішення. Звичайно, що це не в сфері безпосередньо президента, але, розумієте, коли існує величезний масив державний апарат, органів влади, людей, які мають знання, то треба застосовувати процедури, хай найскладніші, але які з юридичної точки зору вони є прийнятнішими, правильно. Дуже дякую вам. Олександр Москалюк, експерт з конституційного права, був з нами на прямому зв'язку. В Совете Европы предупредили, что возможное прекращение полномочий судей Конституционного суда Украины будет вопиющим нарушением основного закона и призвали рассмотреть другие варианты. Об этом сообщается в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пичинович-Бурич и президента Венецианской комиссии Джанни Буккикио. Давайте послушаем. Припинення повноважень суддів є кричущим порушенням Конституції і фундаментального принципу поділу влади. Порушення Конституції, навіть можливо через поважну причину, не може привести до культури конституціоналізму та поваги до верховенства права, які мають на меті боротьбу з корупцією. Посольство США в Украине обнародовало совместное заявление ряда членов группы семьи G7 и ЕС относительно ситуации вокруг решения Конституционного суда, относительно электронного декларирования с призывом найти решение кризиса. Давайте послушаем квинтэссенцию этого заявления. В екстраординарних умовах, у яких опинилася держава в результаті ухвалення КСУ рішення номер 13-Р, рішення президента України запропонувати Верховній Раді вирішити кризову ситуацію політико-правовими засобами є абсолютно обґрунтованим і повністю відповідає цінностям, закріпленим Конституцією України. КСУ заклав такі юридичні механізми, які фактично дозволяють визнати неконституційними всі рішення щодо повернення положень антикорупційного законодавства.
З дедалі більшою стурбованістю США, Велика Британія, Канада, ЄС, Японія і Німеччина стежать за останніми подіями, пов'язаними з рішенням Конституційного суду. Ми закликаємо всі сторони об'єднатися у діалозі, прийняти цей виклик та знайти рішення кризи. Це потрібно для відновлення віри людей у те, що держава здатна як боротися з корупцією, так і продовжувати закріплений Конституцією України європейський та євроатлантичний курс. Давайте подключим к нашей беседе Федора Венеславского, представителя президента в Конституционном суде. Он с нами на прямой связи. Пане Федоре, вітаю вас. Доброго вечера. Ну вот некоторые политики утверждают, что закон изначально был принят поспешно, с пониманием, что он неконституционен и впоследствии рано или поздно будет отменен. Были ли у суда основания признать решение неконституционным? Ну, я думаю, что заявления таких политиков, они носят манипулятивный характер. Если мы можем говорить о том, что закон о Национальном антикоррупционном бюро действительно вызывал сомнения с точки зрения его соответствия Конституции с самого начала принятия, то закон о предотвращении коррупции в части полномочий НАЗК ни по процедуре, ни по содержанию никаких критических замечаний у экспертов, у политиков не вызывал. И говорить о том, что какие-то положения, которые Конституционный суд 27 числа признал неконституционными, не вызывают ни у кого, скажем так, каких-то возражений с точки зрения неконституционности, абсолютно нету никаких оснований. Потому что аргументация, которая приведена в решении Конституционного суда в мотивировочной части, она даже не позволяет сделать вывод специалистам, почему именно Конституционный суд в конце концов пришел к такому выводу. И уже сейчас в интернете, в специальных форумах, на специальных форумах появляются заключения ученых-конституционалистов, ученых-криминалистов, которые абсолютно не согласны с решением Конституционного суда. И утверждают то, что, по большому счету, утверждали и мы, что это решение носит конъюнктурный такой характер, который направлен на решение собственных проблем многих судей. Сейчас речь идет о том, что, если говорить о законопроекте президента Владимира Зеленского, чтобы прекратить полномочия Конституционного суда Украины и распустить состав КСУ. Но мы ведь понимаем, что в Конституции Украины четко прописано, в каком случае можно распускать КСУ. И там нет пункта, где бы указывал, что это может сделать президент Украины. Это ведь тоже не конституционно. С одной стороны, мы видим, что народ полностью потерял свое доверие к Конституционному суду. Ну а с другой стороны, не создает ли это такой небезопасный прецедент для самого президента Украины? Ну, дело в том, что в Конституции Украины вообще не предусмотрена возможность досрочного прекращения полномочий всего состава суда. И это является как раз абсолютно закономерной реакцией президента на те угрозы, которые повлекли действия Конституционного суда. Потому что судьи, действуя в условиях конфликта интересов, с нарушениями всех мыслимых, немыслимых норм и Конституции, и законодательства в Конституционном суде, и антикоррупционного законодательства, привело к таким негативным последствиям. Искать исключительно легитимный путь выхода из этой ситуации в принципе невозможно, поскольку основания для досрочного прекращения полномочий судьи Конституционного суда и Конституция, и закон о Конституционном суде таким образом сформулировали, что только сам суд может принять решение о досрочном прекращении полномочий судьи, который нарушил присягу. А в том, что судьи нарушили присягу, принимая данное решение, у многих специалистов, у большинства специалистов нет также сомнений. Более того, практически все политические силы, представленные в парламенте, соглашаются, что решение Конституционного суда носит такой предвзятый, тенденциозный характер, и нужно каким-то образом его исправлять. Но любые пути, которые предлагаются нашими оппонентами политическими, исполнить решение Конституционного суда, возобновить действия, они все равно направлены на то, чтобы мы ходили по большому кругу, потому что суд связан своей правовой позицией, он всегда сможет признать те же нормы закона неконституционными. Поэтому я считаю, что в данной ситуации политико-правовое решение – это единственный правильный вариант выхода из ситуации. То есть правильно ли я вас понимаю, что сейчас нет никакого пути, по которому можно было бы разрешить эту ситуацию, не нарушая Конституцию Украины? Сейчас
исключительно легитимного правового пути не существует. Существует политико-правовые предложения, которые президент предложил парламенту. Если в парламенте будет, скажем так, достигнут консенсус, о чем заявляют представители Европарламента, иные международные эксперты и наши международные партнеры, то приняв такой закон консенсусом с участием иных политических сил, я думаю, что это как раз будет наиболее оптимальным вариантом разрешения конфликта. Насколько я понимаю, завтра Верховная Рада Украины уже планирует рассмотреть законопроект президента Владимира Зеленского, учитывая, что оппозиция, я не говорю сейчас про ОПЗЖ и про «За майбутнее», я говорю про проевропейские фракции, как «Европейская солидарность», «Голос» и так далее, говорят, что таким образом президент пытается узурпировать власть. Наберется ли достаточное количество голосов? Ну, я думаю, что завтра законопроект этот рассматриваться вряд ли может с точки зрения даже процедурных моментов, которые предусмотрены законом о регламенте Верховной Рады Украины, потому что нужно еще провести обязательно заседание комитета Верховной Рады по процедуре. Но если будет политическое решение о том, что все наши, скажем так, партнеры по парламенту, в том числе проевропейские оппозиционные силы, поддержат такое решение политическое, то я не исключаю, что оно может быть и завтра. Сегодня стало известно, что завтра также Конституционный суд Украины будет рассматривать представление 51 народного депутата о конституционности закона о языке. Об этом говорится в повестке дня на сайте КСУ. Каковы ваши ожидания? Ну, я вам скажу, что участвуя в данном заседании Конституционного суда в устных слушаниях, аргументов весомых, которые бы позволили усомниться в конституционности данного закона, о котором вы говорите, приведено не было. И я думаю, что у Конституционного суда хватит и мудрости, у судей Конституционного суда, и мудрости, и понимания ситуации, что неаргументированное решение навряд ли может быть принято. А по большому счету я ожидаю, что Конституционный суд должен, на мой взгляд, признать, что закон, о котором мы говорим, он полностью соответствует Конституции. Дуже дякую вам. Чохсагл, у нас Федор Венеславский, представитель президента Украины в Конституционном суде, был с нами на прямой связи. Чохсагл у нас. Пане Игоре, вот как вы считаете, можно ли выбраться из этой всей ситуации без каких-то вопиющих последствий для нашего государства? Смотрите, на самом деле можно. И при всем уважении господину Венеславскому он несколько покривил душой, когда сказал, что нет какого-то иного пути, кроме политико-правового решения. Да? В данном случае у нас есть альтернативный законопроект, в том числе в Верховной Раде, который продвигает спикер Верховной Рады, который предлагает на определенный этап возобновить действия, соответственно, вот этого антикоррупционного законодательства, внести определенные изменения и попытаться исправить те узкие места, на которые в своем решении указал Конституционный суд. Да, я понимаю, что теоретически в будущем Конституционный суд может опять отменить те либо иные решения, но выход из этой ситуации на самом деле очень простой. Может быть, надо попробовать принять решение, которым не будет вопросов с точки зрения Конституции и законов Украины, и тогда никто их отменять не будет. Это первый момент. А второй момент, вот такой тактический шаг, он нам в самом деле позволит потом в будущем создать, например, какой-то там аналог, не знаю, Конституционной комиссии и попробовать перезагрузить Конституционный суд, не нарушая законы Украины, не нарушая Конституцию Украины. Потому что все, что делается сейчас, и вот эта попытка как бы полностью убрать всех судей, там, назначить каких-то новых, понимаете, это в любом случае будет иметь последствия. Последствия негативные для Украины. Рано или поздно те люди, которые будут задействованы в данном решении, они будут нести за это ответственность. Депутаты в меньшей мере. Почему? Потому что у нас не распространяется принцип личной ответственности народных депутатов за принятие решения. Но они коллегиально голосуют. Да? А вот тот же президент или его представители, они могут нести даже в большей степени. Тут вопрос в том, и, кстати, про это говорили международные партнеры, мнения там тоже разделились. Никто не однозначно на стороне президента, либо на стороне Конституционного суда. Они о чем говорят? Что успокойтесь, сядьте за стол переговоров, спокойно придите к такому решению, которое не будет нарушать Конституцию, и, с другой стороны, не развалит всю ту антикоррупционную систему, которая по состоянию на сегодня есть в Украине. Потому что, я еще раз говорю, мнения очень полярные. И на форумах, на которые господин Венеславский ссылался, есть масса мнений, которые и защищают позицию Конституционного суда. Я могу сказать про себя, что мне, например, решение Конституционного суда не нравится. Я считаю, что судьи действительно действовали в условиях конфликта интересов, и они в первую очередь думали о себе, о узкокорпоративных каких-то моментах.
То, что оно рикошетом ударило по другому, ну, это уже следствие. Но, знаете, лечить головную боль, ну, не знаю, там, саблей, отрубая голову, мне кажется, это тоже не выход из ситуации, тем более в нашей достаточно разбалансированной системе. Давайте подключим к нашей беседе народного депутата Украины фракции «Слуга народу» Ольгу Машинец, которая нас сейчас слышит. Пані Ольга, вітаю вас. Доброго вечора. Єдине, що мене звати Олена. Олена, да, вибачаюсь. Пани Олена, сегодня собирается ваша фракция для того, чтобы обсудить вопрос с решением Конституционного суда. Каковы ваши ожидания? Смотрите, в 7 часов соберется фракция, на фракции будет присутствовать президент. Я думаю, что все вопросы, которые касаются законопроекта 4288, мы будем обсуждать на фракции, потому что действительно есть масса вопросов у депутатов, мнения разделились. Некоторые считают, что вопрос с Конституционным судом нужно решать исключительно в юридической плоскости. Некоторые считают, что в юридической плоскости нет единого правильного решения, и поэтому это решение носит политический, юридический характер. То есть здесь акцент на слове «политический». Почему? Потому что изначально Конституционный суд, по мнению нашей политической силы, принял это решение с определенным нарушением регламентных норм и в конфликте интересов ряда судей. Поэтому мы не хотим реагировать, скажем так, таким же неконституционным решением на неконституционное, по нашей точке зрения, решение. Хотим найти какую-то более-менее идеальную конструкцию, которая, ну, по крайней мере, поможет найти, скажем так, компромиссный для всего общества вариант и поможет нам найти выход из этого кризиса конституционного, который сложился. Вы поддерживаете... Вы поддерживаете законопроект президента Владимира Зеленского, который предполагает распуск Конституционного суда? Не слышу. Я поддерживаю решение президента, но я хочу услышать аргументы за и против. Кроме того, также будут презентованы другие законопроекты, как те, которые инициируются господином Разумковым, так и еще ряд депутатов предложит свои законопроекты. И тут очень важно понимать, что мы все как бы направлены на то, чтобы решить этот вопрос в правовом поле. То есть никто не заинтересован в том, чтобы, знаете, отвечать агрессией условно на агрессию. Все заинтересованы в том, чтобы когда показать и украинцам, и нашим международным нашим партнерам, мы можем делать, и те, кто сформировал этот кризис, чтобы они, ну, скажем так, поймут, что объективные решения Дякую. Очень, к сожалению, плохая связь. Я очень плохо вас слышу, но я надеюсь, в следующих эфирах мы сможем наладить связь и уже слышать вас хорошо и разобрать то, что вы говорите полностью. Спасибо большое. Олена Машинець, народний депутат України, фракція «Слуга народу», була з нами на прямому зв'язку. Пане Игоре, я предлагаю вам перейти к следующей не менее важной теме, к Донбассу. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал два пути возврата украинского Донбасса. Оккупированные территории придется либо ампутировать, либо лечить, сказал Резников. Давайте послушаем его. Нам головне не взяти його назад, як онкопухлину, з якою ми не знаємо, що робити. Але ми розуміємо, що у нас є два варіанти. Це хворі території, ментально в тому числі. Є варіант резекції повної, ампутації, або лікувати. Я за терапію і повне відновлення нашого організму. Ну, если использовать медицинскую терминологию, как вы считаете, можно ли сегодня реанимировать Минские соглашения, которые находятся в стагнации? Мы можем попробовать это сделать, и последние заявления со стороны нашей стороны в трехсторонней контактной группе как раз свидетельствуют о том, что определенный план существует. Он пока не представлен, но, скорее всего, это будет ответ на так называемый план, который был предложен ДНР и ЛНР по поводу реинтеграции этих территорий. Да?
То, что предложили они, а по сути предложила Российская Федерация, абсолютно, конечно, не подходит Украине. Это план не возвращения территории, это как раз план возвращения территорий, которые останутся де-факто оккупированными, да, но юридически как бы будут входить в состав Украины. Поэтому сейчас для того, чтобы говорить, есть перспективы или нет перспектив, скажем так, возобновления этого Минского процесса, нужно четко понять, какой есть позиция Украины. Да, вот подобные заявления господина Резникова, там был определенный скандал по поводу их, фразу там по сути вырвали из контекста, хотя он не сказал по большому счету ничего нового. Да? Он говорит о том, что там есть существенные проблемы, и нужно четко определиться, что мы с этими территориями делаем. Официальная позиция — мы их возвращаем. Но вот вопрос возвращения на каких условиях и с помощью каких механизмов, пока что этот вопрос открытый. И ответа на него мы не получили. Как я понимаю, получим мы его очень скоро, буквально на этой неделе. Будет представлен какой-то план со стороны Украины, и тогда мы сможем более детально его обсудить и понять, насколько он приемлем, скажем так, для большинства граждан и насколько мы можем его реализовать. Я не сомневаюсь, что он, в принципе, будет соответствовать украинскому законодательству, но главная проблема здесь в том, что с другой стороны находится Российская Федерация, да, которая любые планы, кроме своих, категорически просто не воспринимает. Тем не менее, этот план нужен, в том числе для наших западных партнеров, чтобы показать, что мы двигаемся по пути реинтеграции, и мы не сами себе мешаем, да, а мешает нашей территории, прежде всего, та страна, которая их оккупировала, именно Россия. Первый президент Украины, а ныне глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Россия недавно выдвинула новое предложение о работе переговорщиков и добавил, что Украина уже ответила на это предложение и сказал, что на следующем заседании, которое, вероятнее всего, состоится уже 11 ноября, стороны уже будут рассматривать новый пошаговый план действий. Давайте послушаем Кравчука вместе. Виникло вже нове питання у наших опонентів. В Росії, зокрема, що потрібно знайти нові підходи і, як вони сказали, прийняти і розглянути рішення про нову систему або нові кроки, нову покрокову карту, як змінювати ситуацію на протязі багатьох років вперед. Ми підготуємо своє бачення, свій план дій. Взяли для цього тиждень часу. Підготуємо план дій, в якому вибудуємо такі наші дії, кроки, рішення, необхідні для того, щоб досягти миру на Донбасі. Наш модератор від ОБСЄ пані Грау погодилася. Помните, недавнее было заявление Алексея Резникова, где речь шла о том, что 9 декабря уже истекает срок, который поставил перед собой президент Владимир Зеленский, на то, чтобы закончить войну. И тогда Резников сказал, что он это интерпретирует по-своему, что этот год был отведен для того, чтобы реализовать Минские соглашения. Очевидно, они не реализованы, и вот уже после 9 декабря президент будет принимать какое-то решение. Что это может быть? Можем ли мы увидеть какое-то создание альтернативной, возможно, площадки Минскому процессу по урегулированию войны на Востоке? Я думаю, что это как минимум 3 сценария возможных на сегодняшний день. Первый сценарий — это то, о котором говорил я и, в принципе, говорил Леонид Кравчук, что Украина предложит свой план и посмотрит на реакцию Российской Федерации, на реализацию или на возможность реализации этого плана. То есть это первый сценарий. Второй сценарий — это действительно попытка создания какой-то альтернативной платформы, я так понимаю, в формате вот этого Будапештского меморандума, о чем достаточно давно говорят представители украинской власти и непосредственно президент, да, о том, что мы до конца не использовали вот эту возможность. Поэтому я не исключаю, что даже появление этого вопроса в опроснике от президента, оно как бы не случайно. И третий вариант, мы должны будем переходить, скорее всего, к какому-то плану Б, который будет предусматривать замораживание ситуации на востоке Украины. Но опять-таки здесь этот сценарий делится на несколько подсценариев. Это будет замораживание в формате, так, знаете, в таком постоянном там обстрелов, каких-то провокаций с боку там боевиков и российских военных, либо Украина попытается привлечь каким-то образом международных миротворцев, которые будут стоять на линии разграничения, и конфликт перейдет в такую фазу, в которой он есть, например, там на Кипре или на некоторых других территориях, где именно в такой способ он был заморожен. В любом случае мы ответ на этот вопрос получим очень скоро, поскольку действительно срок истекает, президент сам публично этот срок озвучил, и поэтому ему нужно будет выходить с какими-то решениями, какими-то предложениями. Дуже дякую вам, пане Ігоре. Ігор Рейтерович, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Чох сагу у нас.
А я хочу перейти к следующей теме, к Беларуси. Уже почти 3 месяца на улицы Беларуси выходят люди, они митингуют против фальсификации результатов президентских выборов в стране. Однако, несмотря на недовольство белорусов, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко не собирается передавать власть оппозиции. В Минске состоялся на выходных традиционный воскресный марш. Участие в нем приняли тысячи и тысячи протестующих. Марш начался в Минске на площади Независимости. Однако из-за жестких действий со стороны силовиков митингующие были вынуждены ее покинуть. Люди отправились по улицам белорусской столицы. ОМОНовцы же хватали протестующих за руки, вытаскивали из организованных колонн. Многих митингующих задержали ОМОНовцы. Правозащитный центр «Весна» сообщил по меньшей мере о 315 задержанных. Среди них есть представители оппозиционных средств массовой информации. Белорусские силовики готовились к акции протеста еще с утра, как стало известно. Еще за несколько часов до марша в центр Минска стянули военную технику. Резиденцию Лукашенко традиционно охраняли бронетранспортеры. Однако впервые с начала протеста в Беларуси под дворец также привезли вездеходы с крупнокалиберными пулеметами на крышах. Тем временем самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что протестующие перешагнули за красные линии, о которых он говорил ранее, поэтому власти отступать некуда. Такое заявление он сделал еще на прошлой неделе вечером в пятницу во время встречи с коллективом МВД. Вот что он сказал. Ті, хто сьогодні виходить на залізницю, ті, хто вішає фашистські прапори на лінії електропередач, словом, ті, хто сьогодні намагається зруйнувати, дестабілізувати інфраструктуру держави, повинні знати, з сьогоднішнього дня, особливо в квартирах громадян, куди вони ховаються, ми в полон нікого не беремо. Якщо хтось торкнеться до військовослужбовця, я вже зауваження робив генералам, він повинен піти звідти як мінімум без рук. Я говорю це публічно, щоб всі розуміли нашу подальшу рішучість. Далі все. Нам відступати нікуди, і ми відступати не збираємося. Хто готовий, будемо діяти. Такое жесткое заявление сделал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Тем временем лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выпустила видеообращение, в котором подвела первые итоги забастовки в Беларуси, начавшейся после того, как местные власти не выполнили требования народного ультиматума. Пока народ совершает эти непростые, но важные победы, режим становится все слабее. Он теряет авторитет даже среди своих сторонников. Он теряет устойчивость, повторяя одни и те же угрозы и закрывая границы от своего же народа. Власть – это ответственность. И день за днем режим теряет власть. И ее обретает народ. Критическая точка дисциплинарных увольнений достигнута. Любые дальнейшие отчисления и репрессии будут разваливать режим вдвойне быстрее. Поэтому сейчас они надеются массово запугать нас. Но они не понимают, что страх у белорусов уже перерос в решимость идти до победы. Белорусский политик Андрей Санников с нами сейчас на прямой связи. Пане Андрею, витаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вы считаете, насколько состоялась общенациональная забастовка в Беларуси? Ну, мы с вами уже говорили об этом немножко, да, она идет сейчас, она идет, она будет идти. Потому что я считаю, что это наиболее эффективный способ вообще выполнить требования народа, то есть предъявить и выполнить требования народа. И сегодня вот вы выпустили из застенков Лукашенко 3 активных членов стачкома в Беларусь-Кале, флагмана вообще экспортного производства в Беларуси и самого крупного предприятия по добыче калийных удобрений в мире, наверное, да? Это Юрия Бокуна и Корзуна. В общем-то, это очень значительное усиление
протестных настроений в рабочей среде, поддерживают забастовку студенты. То есть она у нас такая не классическая. Кто-то просто ищет формы принять участие в забастовке. Вот, например, в моем родном альма-матре, я с гордостью это говорю, в Иньязе, бывшем, ныне это Минский государственный лингвистический университет, там многие преподаватели поддержали забастовку. Одна из них не просто была уволена, она сейчас получила приговор, находится за решеткой. Вот. И я считаю, что вот это вот как раз народная забастовка, она идет. Она началась, она успешно идет. Она не будет в классических формах. Почему? Потому что люди отвыкли от таких форм борьбы за свои права. Их пугают, к сожалению, нету структур, которые сегодня могли бы поддержать рабочих. Это я прямо говорю, потому что независимые профсоюзы проспали всю ситуацию социальной напряженности, поэтому сегодня надежда на стачкомы. Вот эти структуры, они сейчас образовываются, и они будут эффективны. Так что о забастовке можно говорить, что она идет и будет развиваться. Ну, можно ли говорить, что она приобрела уже общенациональный характер? Вот мне просто с Киева сложно оценивать масштабы этой забастовки. Вот ко мне включаются белорусы, говорят, что в большинстве бастуют представители частных предприятий, частных организаций. А что насчет государства? Нет, не совсем так. Вот Гродно Азот бастует достаточно успешно, там восстанавливали цеха. Где-то есть форма итальянской забастовки. Я еще раз могу повторить. Да, она приобрела общенациональный характер. Во-первых, потому что этот вопрос стоит очень остро на всех предприятиях. Частные предприятия, они бастуют иногда по неволе, их закрывают, их лишают там лицензий, на них напускают свору каких-то ведомств. В общем-то, но к этому частные предприятия, те, которые присоединились к народу, они готовы. И надо отдать им должное, они с честью выдерживают это испытание. Да, я считаю, что можно говорить о общенациональной забастовке. Да, я считаю, что пока еще масштаб не такой большой, как хотелось бы и как ожидалось, наверное. Да, но это идет по развивающей, это отнюдь не идет по ниспадающей. Мы видим, как самопровозглашенный президент Александр Лукашенко как-то себя уверенно чувствует, да, и его риторика достаточно жесткая, очень агрессивная в отношении студентов. Вот недавно он сказал, что мы в плен никого не берем, протестировала Лукашенко. Вот как вы считаете, это действует сегодня на белорусов, вот это запугивание? Еще раз повторите для всех журналистов русскоязычных: самопровозглашенный президент. Мне это очень нравится. Вот. Вы знаете, это все блеф. Да? Это блеф, он неадекватен, он испуган. Он когда-то сравнил Беларусь с хрустальным сосудом, который он несет. Да? Так вот, он, наверное, находится сам в этом хрустальном сосуде, который дал трещины, мелкие трещины. Я не знаю, я не физик, мне интересно было мнение специалистов в точных науках, как вот мелкие трещины приводят к полному разрушению. Да? Вот мне кажется, что как раз сейчас у нас такая ситуация. На этом хрустальном сосуде, якобы лукашенковском, образовались мелкие трещины. Не просто образовались, он весь покрыт трещинами. Причем воздействуют силы как извне этого сосуда, и это отнюдь не зарубежные силы, а силы — это народ Беларуси, так и внутри этого сосуда, то есть из самого режима, изнутри самого режима Лукашенко. И вот вы знаете, вот я еще раз говорю, я не специалист, но мне кажется, что вот этот вот сосуд, покрытый трещиной, он лопнет в одночасье. Как ты не там рассказывай про то, что он все контролирует, там диктатор, и что он сейчас всем там поотрубает руки, как он обещал. Очень много, мы видим очень много страха. Мы видим, прежде всего, неадекватное действие. Мы видим беспорядочную какую-то беготню людей в непонятных
непонятной униформе, полностью закрытыми лицами, трусливо нападающих только толпой на одного человека, там, на единицы, да. А если вот как вчера люди просто-напросто, когда увидели ружья, снимали с себя одежду и говорили: «На, стреляй», обнажали грудь, как парень, просто герой вышел на это. Они просто убегали, не тушевались, или как пенсионеры сегодня показали, что они не сломлены и не будут поддаваться на вот эту вот психическую атаку психически нездоровой власти. То есть нет, тут, понимаете, эта сила, она может ввести в заблуждение только тех, кто хочет сам обманываться, да, кто сам обманываться рад. Белорусов никак не ведет. Я думаю, и вовне это не имеет сейчас никакого эффекта. Видят загнанного, запуганного диктатора, который сам очень правильно определил, синими пальцами хватается за власть. А как вы видите себе исход ситуации? Как вы видите себе победу протестов? Ну, мы тоже с вами говорили об этом, да. Я не могу вам точно сказать, но я вот могу сейчас вот повторить то, что я уже сказал, что это будет, произойдет одномоментно, да, потому что все пути к какому-то сохранению лица или отступлению Лукашенко отрезает с каждым днем. Да. Он вообще не понимает, что происходит. Он уже в ситуации, когда он боится всех и всего. Посмотрите, вот он сейчас устраивает каждый день почти какие-то совещания публичные с силовиками. Да? Во-первых, не с правительством, правительства уже нет, по сути. Правительства просто нет. А никто из правительства не осмеливается даже публично что-то сказать в защиту насилия, в защиту вот этой убийственной совершенно политики Лукашенко. Вот он с силовиками встречается, ведь это он не на мирных демонстрантов пытается воздействовать, он пытается воздействовать на своих же, потому что он им не доверяет, он их боится. Вот увольнение министра внутренних дел, ну, я думаю, я не оговорился, иностранных дел, он примерно такой же по отношению к режиму, как и Караев. Да? И увольнение бывшего шефа КГБ, это означает не то, что он рокировки проводит для того, чтобы укрепить какие-то рычаги власти. Нет, это просто боязнь, это просто дикий страх перед силовиками. Он понимает, что он дал им достаточно много власти и продолжает давать. И я думаю, что он больше всего сейчас боится, что вот его настигнет как раз силовой метод устранения от власти придет от силовиков. Вот это он боится страшно. Поэтому я думаю, что я могу повторить, что уже режима нет, что он ничего не контролирует в стране, что он пытается решить все вопросы только силовыми методами. Но трещин уже столько, что он просто не сможет даже скотчем склеить этот сосуд. Дуже дякую вам, Чохсагл. У нас Андрей Санников, белорусский политик, был с нами на прямой связи. А мы переходим к следующей теме. Традиционно мы обсуждаем, рассказываем то, что происходит сегодня в Нагорном Карабахе. Там продолжаются бои между Азербайджаном и Арменией. С 6 утра под обстрелом находятся села Карадаглы, Чеменле, Ахмадаглы, Зангишалы, Махризламлы, Агдамского района, сообщают корреспонденты с места событий. До этого часа по району было выпущено около 100 артиллерийских снарядов. Поврежденные жилые дома, а также пострадавших нет, сообщается. А вот в Минобороны Азербайджана также говорят, что в ночь на 2 ноября в разное время с территории Армении были обстреляны позиции подразделений армии Азербайджана в Казахском, Тавузском и Дашкисанском районах. Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с делегацией, которую возглавлял министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Азербайджанский лидер отметил, что Нагорно-Карабахский конфликт может быть решен за столом переговоров, однако Ереван не дает возможности для этого. Давайте послушаем Ильхама Алиева.
Вони знову хочуть окупувати населені пункти, які були звільнені нашим військом. Саме це є основною причиною продовження війни. Якщо Вірменія врешті припинить свої брудні діяння, тоді припинення вогню буде забезпечено, а питання буде вирішено за столом перемовин. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Армении. 31 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян надіслав листа президентові Росії Володимиру Путіну. Детально представив ситуацію, що склалася в результаті турецько-азербайджанської військової агресії проти Нагірного Карабаху і існуючі виклики. Згідно з повідомленням, з огляду на факти наближення бойових дій до кордонів Вірменії, зазіхань на територію Вірменії, прем'єр-міністр звернувся до президента Російської Федерації з проханням розпочати невідкладні консультації щодо визначення видів і розмірів сприяння, яке Росія може надати Вірменії для забезпечення безпеки, ґрунтуючись на союзницьких відносинах між Вірменією і Росією, а також на статті 2 Угоди ОДКБ. В Министерстве иностранных дел России ответили на обращение премьер-министра Николы Пашиняна. Там сказали, что предоставят всю необходимую помощь, если боевые действия перенесутся на территорию Армении. Відповідно до договору, Росія надасть Єревану всю необхідну допомогу, якщо бойові зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії. Давайте подключим к нашей беседе военного эксперта и главного редактора интернет-издания «Цензорнет» Юрия Бутусова, который с нами сейчас на прямой связи. Витаю вас, пана Юрию. Витаю. Ну что ж, а вы детально следите за событиями, которые происходят сегодня в Нагорном Карабахе. Вот насколько уже продвинулась азербайджанская армия на сегодняшний день, что вам известно? Есть различные сообщения, но я ориентируюсь в оценке обстановки, поскольку не нахожусь на месте событий и не имею надежных источников среди действующих армий. Я ориентируюсь исключительно на ту видеоинформацию, которая с геолокацией размещается в интернете. Поэтому я по этой информации я вижу, что есть отметки наиближайшие, то есть 22 октября примерно на 15 километров подошли к Лачину, к городу Лачин, одному из ключевому городу вообще в Карабахе, который связывает Карабах с Арменией. На 15 километров приблизились азербайджанские войска. А 29 октября есть отметка на 15 километров к другому стратегически важному городу Шуша. Также подошли азербайджанские подразделения, которые наступают со стороны Гадрута через горный массив. Таким образом, мы видим, что ключевой район и ключевая магистраль Лачин-Шуша находится уже в зоне досягаемости азербайджанской артиллерии. Это уже очень близкое расстояние, и мы видим, что большие потери уже понесла армянская армия, но тем не менее продолжает с большими потерями сдерживать азербайджанское наступление. Но тем не менее нужно сказать, что обстановка развивается для Армении абсолютно неблагоприятно. Нет никаких предпосылок для того, чтобы можно было отразить на данный момент азербайджанское наступление, и то есть их не видно, поскольку господство в воздухе воздух полностью контролируется над районом боевых действий Азербайджаном. Пане Юрию, если Шуши и Степанакерт. Да, пане Юрию, если азербайджанская армия берет под свой контроль город Лачин, Лачинский коридор, Шушу, можно ли сказать, что война уже закончена? Если азербайджанская армия выйдет даже на прямую наводку, приблизится на расстояние прямой наводки для пехотного вооружения, то есть хотя бы на километр,
в любой точке трассы Лачин-Шуша, можно сказать, что война для Армении в Карабахе проиграна. Поэтому сейчас все усилия сосредоточены у армянской армии на удержании горного хребта, отделяющего трассу Шуша-Лачин от азербайджанского наступления. В любой точке, если прорыв произойдет в любой точке этого фронта, то да, это военное поражение, останется северная трасса Варденис-Мардакерт. Она находится давно уже под огнем азербайджанских войск, она находится достаточно близко от азербайджанских баз. Прикрыть с воздуха такую длинную коммуникацию, которая так близко находится к позициям, будет невозможно. Ну, в принципе, утрата района Шуша-Лачин, выход к трассе обрекает просто на разгром любую попытку дальнейшей обороны Карабаха, центрального Карабаха. То есть останется одна возможность — это отступать с упорными боями, удерживая северное направление. Там можно еще какое-то время держаться, но опять-таки под угрозой из центра, под угрозой из центрального района, под огневым контролем коммуникаций, ну, это все тоже будет длиться очень недолго. Мы видим, сейчас ключевой вопрос — это трасса Лачин-Шуша. Мы видим, как сейчас премьер-министр Армении Никол Пашинян обращается за помощью к Владимиру Путину и пытается как-то привлечь Россию как участницу ОДКБ в этот конфликт. Как вы считаете, может ли Россия на каком-то этапе открыто вмешаться? Россия уже сделала свой выбор, она озвучивала свою позицию, она не вмешается. Сейчас время уже упущено полностью. Уже сейчас нужно, сражение, приграничное сражение проиграно. Оборона прорвана. И Азербайджан занимает сейчас выгодные позиции для того, чтобы нанести последний удар. Поэтому в этой ситуации вмешательство России уже мало что может изменить. Это Россия связана многочисленными конвойными конфликтами, которые она развязала. Это Сирия, это Украина. И входить еще в зону боевых действий, начинать войну в Карабахе у России просто нет сил. И последнее. Вот некоторые эксперты, комментируя нейтральную позицию, которую заняла сегодня Российская Федерация, комментируя жесткую позицию, которую занял Реджеп Тайип Эрдоган, говорят о том, что, возможно, была некая договоренность между руководствами Турции и Кремля о распределении сфер влияния. Допускаете ли вы такую договоренность? Безусловно, невмешательство Путина объясняется именно договоренностью с Турцией. Очевидно, Карабах Путин решил разменять на Сирию. То есть стабильность режима Асада и присутствие в стране российской группировки — это, безусловно, та разменная. То есть Карабах стал разменной монетой именно в ближневосточной игре Путина. На Ближнем Востоке у Путина больше влияния, стратегически для него это более приоритетная зона, чем Армения. А по Армении Путин сказал: Армению мы защищаем. Нагорный Карабах он свою позицию не выразил, и очевидно, что Россия демонстрирует, что защищать Армению в Нагорном Карабахе они не собираются. Более того, нужно отметить, что даже поставок вооружений в Карабах Россия не производит. То есть за 35 дней войны не произведены поставки даже оборонительных систем ПВО. Спасибо большое. Юрий Бутусов был с нами на прямой связи, военный эксперт и главный редактор из интернет-издания «Цензорнет». Подключаем к нашей беседе Азербайджан. Али Гаджизаде с нами сейчас на прямой связи, политолог. Али бей, селям алейкум. Салам, акшам. Джумлемузге хайрлы акшамлар. Какие новости? Рассказывайте. Ну, вы до меня почти все новости сказали. Мне почти ничего не оставили. Идут, безусловно, сейчас бои. Я хотел бы подчеркнуть несколько моментов, которые вы не подчеркнули. Если вы смотрели сообщение, значит, Министерства обороны Азербайджана, Министерство обороны сообщает о систематических обстрелах, в том числе и на Губадлинском направлении.
То есть это юго-запад Карабаха. Это Губадлинский район, который совершенно недавно был освобожден от армянской оккупации. И армянская сторона с территории Армении обстреливает Губадлинский район. До этого они предприняли попытку контрнаступления на Зангеланский район. Он тоже граничит с Арменией и с Ираном одновременно. Но эта попытка была отбита. И, как вы до меня подчеркнули, идут обстрелы Тобузского, Дашкесянского и так далее районов. Это уже севернее Карабаха. Это не Карабахская зона, это государственная граница Азербайджана и Армении. То есть у меня иногда создается впечатление, что Армения намеренно хочет, чтобы Азербайджан отвечал огнем на огонь по целям на территории Республики Армения, и чтобы таким образом они вмешали в это дело ОДКБ или Россию и так далее. Но я думаю, что все их попытки на данный момент тщетны. Сейчас ведутся ли какие-то переговоры? Допускаете ли вы такой вариант, что вот недавно мы видели снова встречу министров иностранных дел, переговоры, которые длились 4 или 5 часов, если не ошибаюсь. Возможно ли возобновление уже переговорного процесса или нет смысла в этом сейчас? Гюрсюм, мы с вами, если вы помните, много раз обсуждали на самом деле вопрос переговоров. Если, чтобы переговоры были продуктивны, должен быть конкретно определен предмет переговоров. Несмотря на то, что армянская армия почти по всему фронту отступает и проигрывает, Армения не отказалась от своей идеи независимости Нагорного Карабаха или же присоединения Нагорного Карабаха к Армении. В таком случае о чем мы можем вести переговоры с армянской стороной, если позиция армянской стороны нисколько не изменилась? Поэтому я лично не верю в продуктивность переговоров на данном этапе. Учитывая темпы контрнаступательной операции Азербайджана сегодня, вот мы день через день получаем новости о том, что освободили 10 сел, 13 сел, тот или иной город. Каким вы видите геополитическое развитие ситуации и расстановку сил в регионе уже после урегулирования ситуации войны в Нагорном Карабахе? На самом деле очень много западных экспертов, российских экспертов говорят на эту тему, и азербайджанских. Нужно понимать, что начиная с 1991 года фактически вся внешняя политика Азербайджана была скована вокруг Карабахского конфликта. Карабахский конфликт закрывал для Азербайджана очень много возможностей геополитических, и очень много дверей были закрыты для Азербайджана. После того, как Азербайджан решит вопрос с Карабахом, для Азербайджана открываются гораздо более широкие стратегические перспективы. Это не означает, что Азербайджан сразу вступит в НАТО, или Азербайджан вступит в ОДКБ. Азербайджан неоднократно говорил, что у нас свой путь. Мы руководствуемся своими интересами. Но я так понимаю, что Азербайджан станет более активным игроком как в регионе, я имею в виду Южный Кавказ, так и частично на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. И последнее, что я вас хотела спросить, Алибей, вы знаете, что у нас в стране тоже война. На нас напала Российская Федерация, оккупировала наши территории, Донбасс и Крым, которые сейчас находятся под оккупацией. И у нас в 2014 году тоже был инициирован и организован Минский процесс по урегулированию войны на востоке Украины. Но сегодня, вот глядя на ситуацию в Нагорном Карабахе, ваш опыт нам показывает, что переговоры – это, возможно, хорошо, но неэффективно. Правильный ли вывод я делаю? Переговоры это для сильных инструмент для затягивания времени, а для слабых возможность набраться сил. Не более того. Нету ни одной войны, где бы сильные путем переговоров уступили слабым. У меня вот когда вот часто спрашивают иностранные журналисты, что происходит в Азербайджане, кратко в двух словах, я говорю, азербайджанский народ во главе с верховным главнокомандующим взяли свою судьбу в свои руки. Вот и все. Çok sağ olun Алибей. Олег Аджизаде был с нами на прямой связи, политолог из Азербайджана.
Ну а я, к сожалению, с вами прощаюсь ненадолго. Мы прерываемся всего лишь на 5 минут. И далее в этой студии мы продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, Коршкевич.